Жители Усть-Ухты получили в канун Нового года долгожданный подарок – современный социокультурный центр. Со знаменательным событием сельчан поздравил глава Республики Коми Владимир Уйба. Руководитель региона отметил, что объект возводился силами подрядчика из Республики Коми, что положительно сказалось на конечном результате. Когда все-таки мы строим объекты, школы, сады, социокультурные центры внешними подрядчиками, и люди, делая, уезжают, это одна история. Когда это делается своими людьми для себя, это совершенно другая история, и это чувствуется. Вот этот социокультурный центр, он, знаете, такой по-настоящему дом. То есть люди сделали с душой. И я уже сказал сегодня, что очень важно, что мы не делаем сейчас приоритетов в сторону, допустим, там, детских садов, школ, больниц. Мы сегодня говорим, что социокультурный центр – это точно такая же необходимость, острая необходимость, как детский сад, школа и больница. И это очень важно, потому что, значит, для людей в одном ряду стоит весь спектр социальных услуг. И прийти в свой социокультурный центр – это так же важно, как отвезти ребенка в школу. Новый социокультурный центр был построен в Усть-Ухте в рамках реализации национального проекта «Культура». Работа над возведением здания началась весной этого года. И вот сегодня объект полностью готов к работе. Когда в селе открывается новое место, куда люди могут прийти со своими радостями, со своими новостями, со своими какими-то заботами, там, где они могут встретиться, это хорошо. А тем более в пандемию, когда у людей все-таки есть место, где они могут встретиться близким кругом или же посмотреть, как живут другие односельчане, я думаю, что это очень хорошо. Я вам желаю развития, я вам желаю удачи. Конечно же, очень хочется, чтобы такие социокультурные центры открывались у нас в республике чаще, потому что это праздник для всех. Стоит отметить, что Усть-Ухтинский социокультурный центр стал одним из 3 подобных объектов, построенных в этом году в Республике Коми в рамках реализации национального проекта «Культура». Еще один очаг культуры был открыт благодаря сотрудничеству между правительством региона и социальными партнерами. Это действительно большое счастье, что именно в преддверии 2021 года мы кардинально вот так вот уже довольно широкими такими мазками преображаем нашу культурную инфраструктуру. Но, как известно, мало построить коробку красивую, очень важно, чтобы в ней была душа. И когда мы строили этот объект вместе с Сосногорским районом, конечно, видно было, какой трепет испытывают и сотрудники Усть-Ухтинского социокультурного центра, и все те люди, сочувствующие этому возведению этого объекта. Поэтому однозначно можно сказать, что здесь будет всегда голос искусства звучать постоянно, все громче и громче, я надеюсь. Новый Усть-Ухтинский социокультурный центр будет многофункциональным. Для проведения концертов здесь оборудован зрительный зал на 49 посадочных мест. А для любителей заниматься творчеством предусмотрены кабинеты для занятий в кружках. Я всегда говорю, если в населенном пункте идет стройка, значит, он живет и развивается. Здание вот этого нашего нового культурного центра выросло действительно в рекордные сроки. И появился не просто новый объект, появился настоящий культурный центр. Я очень надеюсь, что Зарни-Югар станет местом притяжения для всех устюхтинцев. И этот социальный центр ориентирован на людей разного возраста, с разными увлечениями, с разными потребностями. Расположилась в нем и новая модельная библиотека. Здесь будет интересно как юным, так и взрослым читателям. Кроме того, не забыли при создании библиотеки и о современных технологиях. Библиотека у нас универсальная. Это говорит о том, что у нас читатели и взрослые, и дети. Ну, конечно, главными нашими и любимыми пользователями являются дети. Любознательные, непосредственные. Это взрослые пришли, спросили что-то быстренько, а уж детей мы любим, все показываем. И поэтому первое, что у нас будет в нашем новом помещении, это
экскурсия для каждого. Мы сейчас говорим не читателя, а пользователя. Потому что человек может просто прийти, посмотреть, воспользоваться нашими различными услугами, ксерокопирование, отправить электронную почту, а также у нас будет открыт доступ к электронным библиотекам национальной, республиканской. Устюгтинский социокультурный центр получил название «Зарний Югор» или «Золотой луч». Придумал его известный сосногорский краевед Валерий Хозяинов. Стоит отметить, что вариантов названия было несколько. За лучший из них проголосовали жители муниципалитета в ходе интернет-опроса. Зарний Югор, это означает, что вот этот золотой луч светил бы устюгтинцам. Вот это вот им построили новый, светлый, теплый такой очаг культуры, да? И хотел бы, чтобы он светил и устраивал жизнь устюгтинцев. Вот. И чтобы жизнь у них улучшилась. Достоинства центра уже оценили первые зрители, в том числе и старожилы Устюгты. Многие из них когда-то сами выходили на сцену, а теперь с удовольствием следят за творческими успехами молодых артистов. Мы очень ждали, когда у нас в Устюгте еще откроется клуб. Я отсюда здесь выросла, здесь в клуб мы все время ходили на репетицию, концерты вставляли, и все. Молодость у нас пошла. Вот. Очень было хорошо, весело. Но сейчас тоже думаем, чтобы эта молодость прошла вот до этого, которые вот сейчас будут молодежь ходить, чтобы они ценили и уважали труд, и чтобы клуб их всегда ждал. Очень хороший, очень красивым получился клуб. И мы ждали этот клуб и дождались. Ничего, пока вроде бы так интересно, красиво сделали, да, быстро сделали, главное. Ну, посмотрим, как будет дальше работать. Зарний Югор стал не только предновогодним подарком. В прошлом году Устюгта отпраздновала свое 220-летие, а в этом исполнилось 110 лет местной библиотеки и 65 Сосногорску. А это значит, что муниципалитет не забывает о своих корнях, а также уверенно движется вперед, продолжая развивать в том числе и отрасль культуры. Андрей Калиничев, Евгений Юрин, Вести Тимана, Сосногорск. Сотрудники Управления по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям, а также отдела надзорной деятельности ответили на вопросы жителей муниципалитета о том, как безопасно встретить Новый год и провести предстоящие каникулы. Главным атрибутом наступающего праздника является ель, живая или искусственная. При ее установке в квартире необходимо руководствоваться рядом правил, отмечают специалисты. Надо минимум метр от стены и потолка, чтобы елка была небольшого такого размера, так скажем. Если вы вешаете гирлянды на елку, желательно, чтобы она была сертифицирована, то бишь в магазине купить, попросить на гирлянду сертификат. Ну и от горючих материалов подальше, то бишь если где-то в углу оно стоит, то не рядом с занавесками, тюлью и тому подобное, потому что уже были случаи, что у нас из-за некачественных гирлянд загораются эти елки, получается, потому что они тоже елки искусственные. Желательно метр от стены и метр от потолка. Для многих людей праздничный период ассоциируется с пиротехникой. В этом году общегородской новогодний фейерверк отменен в связи с неблагополучной эпидемиологической обстановкой. Но запустить в небо собственный салют не запрещено. Главное – приобретать огненные забавы в специализированных магазинах, подчеркивают в отделе надзорной деятельности. У нас есть свои требования к размещению для продажи пиротехнических изделий. Должны быть специализированные магазины, допустим. Если это берем магазин, то должно быть именно продажа больше 4 метров от эвакуационных выходов, запрещается торговать под лестничными клетками. Если взять по Сосногорску, у нас 2 точки, которые отдельно стоящее здание. Вот там продают пиротехнические изделия. Наши сотрудники ежегодно проводят рейдовые мероприятия, смотрим, соответствует нет сертификата на изделия, смотрим, чтобы помещение было оборудовано огнетушителями, чтобы эвакуационные выходы были всегда свободны. До Нового года остались считанные дни. Несмотря на все неприятности 2020-го, для большинства людей этот праздник все так же является любимым и долгожданным.
И для того, чтобы предстоящие каникулы прошли радостно, необходимо позаботиться не только о досуге, но и о соблюдении правил пожарной безопасности. Андрей Калиничев, Евгений Юрин, Вести Тимана, Сосногорск. Развенчать мифы о кукольниках – вот главная задача полуторачасовой постановки, которую показали сосногорцам студенты 4-го курса отделения театра кукол Ярославского государственного театрального института. Спектакль «Некукольный мир» прошел на сцене ГДК «Горизонт» в рамках арт-лаборатории «Северная театральная школа». Среди тех, кто вроде в кадре, а вроде и нет, Карина Вещения. Без 5 минут выпускница призналась журналистам, что ради театра бросила МВД. Ведь каждый выход на сцену для нее – особые переживания. Это дает большое количество энергии, это дает заряд, это ощущение того, что ты живешь, что ты делаешь что-то не зря, потому что когда ты выступаешь и чувствуешь, как зрители реагируют на тебя, ты понимаешь, что ты можешь привнести в их жизнь что-то лучшее и, соответственно, приносишь что-то для себя лучшее. Проект «Арт-лаборатория» стал продолжением Дней творческих вузов России в Республике Коми, которые с большим успехом прошли в минувшем году. К слову, ГДК принимал тогда студентов в ГИК. Об этом напомнил министр культуры и туризма Республики Коми Сергей Емельянов в приветственной речи перед спектаклем. Проект оказался востребованным и среди зрителей, и среди студентов. По словам доцента Ярославского государственного театрального института, заведующей секцией отделения театра кукол Анастасии Борисовой, студентам выпускного курса выход на сцену необходим. Для них это прежде всего неоценимый опыт работы, потому что когда они учатся в институте, они только изучают профессию, но основные понятия профессии все равно дает зритель. Зритель им катастрофически необходим. И вот у этих ребят им особенно необходим зритель, потому что у них из-за этой нашей инфекции, коронавируса, повылетали все планы. Мы не поехали в 3 места, потому что все подменялось. И поэтому мы были очень рады этой поездке, этим гастролям. И вот с каждым разом, вот мы 3-й раз у вас уже играем в 3-м городе, и каждый раз вот на порядок лучше, эффектнее, у них масса впечатлений. Потом зритель всегда добавляет новых пониманий о своей работе, потому что они реагируют не в тех местах, где мы думали, где мы вообще не ожидали, что будет реакция, или где-то не реагируют, и сразу понятно, что нужно дорабатывать. Среди зрителей взрослые и школьники. Софья Болотова учится в 7 классе, мечтает о театральной карьере. Спектакль Софья просто не могла пропустить, с удовольствием пришла на постановку. Я хожу в 4-ю школу в объединение «Карусель». И там мы тоже ставим разные постановки, и поэтому сегодня я хочу посмотреть, как играют настоящие профессионалы. Интермедии и этюды, музыка, показанная руками, и такие живые куклы. Театральный мир на короткий миг ворвался в души и сердца сосногорцев яркими переживаниями и чистыми эмоциями, показав, что среди обыденной суеты всегда есть место прекрасному искусству театра. Андрей Калиничев, Наталья Максимова, Евгений Юрин, Вести Тимана, Сосногорск.